Доброе утро, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Старт-дан с носом одного из последних аварийных домов в Жатае начался заключительный этап переселения граждан из аварийного жилья по национальному проекту. Выдача паспортов, чипирование и прививки. В столице завершается месячник по регистрации домашних животных. Литературный флагман России Якутия названа лучшей на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион 2020». Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров оказать дополнительную поддержку регионам для выплат медикам. Об этом он заявил на совещании с правительством. Прошу правительства, исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учетом окончания финансового года, дополнительно предусмотреть поддержку регионам, сказал Путин. Глава государства также попросил Кабинет министров и регионы внимательно и ответственно отнестись к внедрению нового формата выплат медработникам, когда расчет идет из количества смен работы с коронавирусными больными. Первый зампред правительства республики Кирилл Бычков провел рабочее совещание по вопросу строительства объектов здравоохранения в Якутске в рамках концессионных соглашений с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Госкорпорация готова выступить финансовым партнером республики. Отмечается, что концессионные соглашения включают в себя полный цикл. Это формирование комплексной инвестпрограммы, проектирование, строительство, техническая эксплуатация объекта. Якутия вошла в число 15 крупных регионов, для которых реализация этого проекта является наиболее приоритетной. Реализуемые программы позволят закрыть до 20% совокупной потребности регионов в модернизации инфраструктуры здравоохранения. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что национальный проект под названием «Туризм и индустрия гостеприимства» будет утвержден в первом полугодии будущего года. По ее словам, 3 основными направлениями работы в рамках национального проекта станут развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры в составе качественных турпродуктов, также повышение доступности внутренних направлений и информированности о них, также совершенствование управления в сфере туризма. По каждому из этих 3 блоков в рамках нацпроекта будут сформированы федеральные проекты. Ранее наш телеканал передавал, что президент России Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма. Снесли один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос стал началом заключительного этапа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Старт последнему этапу дали накануне глава Якутии Айсен Николаев вместе с делегатами из федерального центра. Репортаж Юрия Осипова. Это один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос дал старт заключительному этапу переселения людей из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». По его окончании Жатай станет первым в России населенным пунктом, где нет аварийных домов. За весь период мы вновь построено жилье для переселяющихся в размере 33 тысяч квадратных метров. А всего ветхое жилье, которое подлежало и подлежит сносу, это 27 тысяч квадратных метров. И мы завершаем программу, потому что это вот на сегодняшний день последние 10 домов, которые признаны на территории городского округа Жатая аварийными. Все 193 человека, которые проживали в аварийных домах, переедут в новый умный дом. Жатай является лидером в стране по строительству энергоэффективного жилья. Жатай хочу поставить в пример не только с точки зрения переселения из аварийного жилья, но и строительства энергоэффективных домов, умных, как мы называем. Вот. У нас, к сожалению, только 120, чуть больше домов по всей стране. В Жатае, кстати, 11. Одна из счастливых новоселов Ирина Владимировна. Она уже получила ключи от своей новой квартиры. Дом у нас был, мы сначала жили в доме барачного типа в однокомнатной квартире. Ну, там просто были комнаты, частично благоустроенные. Потом мы переехали в 4-квартирный дом, тоже который признан был ветхим жильем.
И года 3 назад мы узнали, что строится вот дом энергосберегающий, в который мы переезжаем. До 2025 года из аварийного жилья должны быть расселены более 61 тысячи якутян. На сегодняшний день все работы идут согласно графика. По сообщению главы региона Айсена Николаева, план до конца 2020 года уже выполнен на 60%. Вся программа работает по республике, по всем 36 районам. Самый крупный объем расселения у нас в Алданском районе, в Нерюнгринском районе, в Ленском районе и в городе Якутске. Но кроме этого, еще раз, в любом другом нашем, даже арктическом, например, в Батантайском районе, так, есть дома, которые будут переселяться по программе расселения. Айсен Николаев отметил, что Государственная Дума приняла в первом чтении закон о комплексном развитии застроенных территорий. Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы может быть решен вопрос строительства застроенных территорий. В первую очередь это касается крупных городов Якутии. Юрий Осипов, Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск, Жатай. Состоялась церемония награждения Якутии как победителя всероссийского конкурса «Самый читающий регион-2020». Статуэтку «Литературный флагман России» и диплом победителя вручили главе региона Айсену Николаеву. По словам главы республики, благодаря нацпроекту по созданию модельных библиотек за 2 года в республике открылись 10 учреждений. Сегодня модельные библиотеки оснащены и отвечают самым современным требованиям. В Якутске появилась уникальная детская библиотека, одна из лучших в стране. Она превратилась в общественное пространство для детей, которым с детства прививают любовь к чтению. Человек, который много читает, развивается и идет вперед, сказал Айсен Николаев. Отмечается, что также нацбиблиотеке республики передали сертификат для пополнения книжных фондов якутских библиотек. Якутия принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Цель этого конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. На сегодня из 79 регионов страны подано 508 заявок, в Якутии в нем лидирует по заявкам на Дальнем Востоке. Республика с целью познакомить жителей России с уникальной продукцией направила 8 брендов: якутская жеребятина, рыба, масло из молока якутской коровы, ягоды, алекминский сыр, тонизирующий напиток с экстрактом пантов северного оленя, холодный таежный чай «Охота и рыбалка» Якутии и квас под названием «Якутский», представит наша республика. Жители Якутии смогут поддержать наши региональные бренды в народном голосовании на сайте «Вкусы России». Почему нам необходимо войти в число финалистов? Потому что мы хотим, чтобы наши региональные бренды знала вся Россия. Потому что финалисты будут транслироваться по всем федеральным каналам, и все крупные сети будут заинтересованы покупать нашу продукцию. То есть чем больше мы дадим голосов и чем больше мы своей продукции выведем в финал, тем больше у нас вероятность того, что наша продукция будет востребована не только на рынке нашей республики, но и за ее пределами. В Мирном продолжают устанавливать теплые остановки. Теперь ожидание пассажирского транспорта в холодное время года стало комфортным. На территории города находится 58 автобусных остановок. На сегодняшний день 15 из них теплые. В дальнейшем планируют благоустроить и другие остановки. Для строительства торговых павильонов привлекли местных предпринимателей. В столице завершается месячник по регистрации домашних животных. Процедура продлятся до 20 ноября. Специалисты проводят выездные рейды, профилактические беседы с владельцами домашних животных. Ну а сами хозяева могут подойти в ветеринарную лечебницу, где их четвероногих зарегистрируют, выдадут им паспорта, проведут чипирование и поставят все необходимые прививки. Репортаж Ульяны Шагиной. Мопс Матвей со своей хозяйкой Ольгой сегодня гость ветеринарной лечебницы. Через пару минут ему выдадут первый в его жизни паспорт, вакцинируют от бешенства, а также по желанию хозяйки зачипируют. Я как сознательный хозяин давно мечтала подойти сюда, но из-за пандемии, самоизоляции, я как бы все время откладывала. И мы сегодня решились прийти и поставиться на учет. Плюс еще мы бесплатно получаем прививку от бешенства. В ветеринарной лечебнице народу немного. Те, кто подошли, понимают, что регистрация является обязательной процедурой. За нее придется отдать 80 рублей. Зато собаке выдадут паспорт, а еще бесплатно провакцинируют. Регистрация – это данные каждой собаки и кошки заносятся в единую электронную базу.
и проводим чипирование по желанию. И каждому животному выдается регистрационный номер. Чипирование, если, например, вот если у нас породистые собаки, они часто ездят на выставку за границу, у них обязательное требование чипирования. И если человек собаку свою потеряет, если найдут эту собаку по чипу, через базу данных можно найти владельца. Чипирование у нас платное. 156 рублей стоит. В рамках месячника специалисты обходят придомовые территории. Владельцам животных выдаются памятки и предписания. За уклонение от регистрации выписывается административный штраф, причем весьма существенный. Так, за месяц уже составлено 16 протоколов. Так владельцы облагаются штрафом от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. Должностные лица от 3 до 4 тысяч рублей. Юридическим лицам выпишут штраф за уклонение от 5 до 10 тысяч рублей. В настоящий момент произведен обход 120 квартир, где половина жителей не открыла дверь, нескольким гражданам составлены акты и 40 имеются регистрации. В целом население относится ответственно. Напомним, в июне этого года для уменьшения количества безнадзорных животных на городских улицах окружной администрации приняты новые правила содержания домашних животных. Документ обязывает граждан не только регистрировать своих четвероногих, но и устанавливает запрет на самовыгул, а также выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Около 3000 нерп выбрались на льдины Чевыркуйского залива озера Байкал. На кадрах, опубликованных пресс-службой особо охраняемой природной территории заповедное Подлиморье, животные резвятся на первом льду. Осенние лежбища нерп растянулись на несколько квадратных километров. Подобное явление на втором по величине заливе Байкала можно наблюдать ежегодно. Оценить количество нерп можно только с дрона. По сообщению организации, в настоящее время Забайкальский национальный парк считается одной из самых населенных крупными дикими млекопитающими особо охраняемой природной территории в России. Сегодня в Великом Устюге главный волшебник страны Дед Мороз отмечает свой день рождения. Дата праздника в честь знаменитого зимнего волшебника выбрана не случайно. Считается, что именно накануне в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, наступает настоящая зима. Сколько Деду Морозу лет неизвестно, но точно больше 2000 лет. В этом году якутский Чесхан поздравил Деда Мороза через видеообращение. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия-24, берегите здоровье, носите маски.